мне сказали до войны, что все абхазы вместе собирают деньги, и что необходима сумма в 2 миллиона рублей. Ну, сумма по тем временам была очень большая, сумма огромная, чтобы все абхазы вместе собрали 2 миллиона рублей на оружие, на всякий случай. Ну, мы сейчас, да, говорим некоторые вещи, может быть, слишком откровенно. Мы, да, готовились к тому, что на нас могут напасть, мы не готовились к войне, но мы понимали, что у нас есть коварные противники, да, и готовились, да, к тому, чтобы обеспечить в случае необходимости свою безопасность. И я знал, что сумма 2 миллиона рублей. И вот эта сумма в 2 миллиона рублей, я сказал, если все абхазы соберут 1 миллион, я говорю, но я до этого 1 миллион даю от себя. И я привез этот 1 миллион рублей в Абхазию. Привез в Абхазию, и, значит, я сказал Ливану Арзамду, что вот хочу передать. Ливан Арзамд привез меня вечером уже в дом к Владиславу Григорьевичу. Вот там я с ними познакомился. Я приехал, и он сказал, да, конечно, да, что вас привело. Ну, он меня представил, Ливан. Я сказал, вот я знаю, вот так, и я хочу передать деньги. Я ничего не сказал, хочу передать деньги. Он сказал, ну, я этим не занимаюсь, мне нельзя этим заниматься. Этим занимается Народный фронт, Сергей Шамба, и это надо деньги отдать ему. Ну, я так немножко растерялся и сказал, хорошо. Он сказал, а какая у вас сумма? Я сказал, 1 миллион. Он говорит, 1 миллион чего? Я говорю, 1 миллион рублей. Ну, можете представить, это же 1 миллион рублей, это было слово, которое было магическое, как бы, и никто не думал, что когда-то в жизни его можно превысить в те времена. Вот, да. Тогда деньги считались единичными рублями. Он говорит, что, 1 миллион, а где он? Я говорю, здесь. Как здесь? Ну, дайте я сначала, говорит, посмотрю хотя бы, я никак слышал столько, и никогда не видел, дайте я взгляну на такие деньги. Ну, мы открыли там, не помню, в чем это было, да, показали ему. Он посмотрел, я говорю, можно и подержать в руках. Подержал и говорит, тут, говорит, дело в том, что, говорит, я не ожидал, что у вас такая сумма, говорит, и, естественно, говорит, что в это время, говорит, опасно отправлять вас обратно в Гудауту с этими деньгами, говорит, конечно, я этого, говорит, не могу сделать, говорит, оставьте, говорит, здесь, утром охранник приедет и заберет эти деньги. Ну, я оставил эти деньги, вот так. 1 миллион, значит, рублей, это была половина той суммы, которую планировали собрать все абхазы вместе. Впоследствии, уже когда началась война, я пытался выяснить, куда эти мои деньги делись. Мне сказали, твои деньги, еще 1 миллион, которые все абхазы все-таки вместе собрали, вот, они остались в Сухуми. Вот то, что я вот столкнулся в Абхазии с этим. Первые дни войны, вот у меня разговор был. Ну, я, конечно, потом, как я сказал, звонил уже своим партнерам, там передавали деньги, деньги перевозились сюда, все это происходило. И вот мы, когда сидим 14 числа, Владиславу Арзамбу сказали, уехать. Он уехал. Когда Владислав уезжал, я ему сказал, слушай, давай встретимся в Афоне. Там сделаем какой-то штаб сопротивления, там есть пещера в случае бомбежки, туда-сюда. Ну как-то да, и разошлись, он уехал. Я вернулся и в зале сижу заседания, и мне Валерий Кварча, он говорит, ну он знал, что я занимаюсь, он тоже в политсовете Айдлера был, в президиуме. И говорит, что ты сидишь, давай иди, занимайся своим делом. Я говорю, ну как я сейчас уйду, как это будет воспринято? Давай, уходи. Я ушел, вышел. Вот я вот не помню, флаги я забрал, или каким образом этот флаг потом оказался в Гудаутах. То ли я его забрал, то ли потом они привезли его, что ли. Это все 14 августа. Это 14 августа. Я приезжаю в Афон, спрашиваю, Владислава нету. Приезжаю в Гудауты. В Гудауты по нашему плану должны были уже напасть на Гудаутскую базу и захватить вооружение и прочее. А там уже перед администрацией народ собрался, толпа, я разговариваю, там Дима Арзама, который у нас... Это и другие ребята, которые там в активе, все стоят, невозможно отдельно отойти. Я говорю, почему не сделали? Но они не знают ситуацию все-таки. Они говорят, Владислав, что говорит? Я говорю, не знаю, не могу найти Владислав. Мы знаем, где он. Не знаем, как связаться, говорит Дима. Как связаться? Ну, пойдем, говорят. Там около администрации, прямо у моря, пункт
пограничные. И как зайдешь, сразу стоял столб, часовой стоит и вертушка. И мы завалили туда, вся эта толпа. Что мы это часовой может сделать? Набирают. Связываемся с Владиславом, он находится в Эшере, на этой части, которая в Эшерах стояла. Лаборатория она называлась. Сейсмическая. И я говорю, вот мы можем взять. Он говорит, ну давайте, если можете, давайте делать. И как только услышали, что мы, хотя у нас были подготовлены на такой случай машины, которые должны были организовывать. Какой организовать? И как? Рванулись, кто что схватил. Я им кричу, возвращайтесь сюда.